Все. Бахыт, еще раз привет. Очень рад, Ага. очень рад. Были вы в Европе, да? Да. На гастроли. Рассказывайте. Вообще рассказывайте, где вы работаете, где это, что за оркестр у вас, что за ансамбль, чем вы занимаетесь вообще? Мы знакомы уже Замечательно, да, знакомы 2 года. уже 2 года, да. Как летит В время? 17 году я был здесь. Это кабинет? Нет, это, Да, мой класс. кабинет, Класс, класс да, ударных да. инструментов, да. Это консерватория, Да. ваш факультет. Да. Я джазовый. заведующий кафедрой духовых и ударных инструментов. А, Я академический музыкант. ага. Просто параллельно я создал группы джазовые, и параллельно еще этот жанр я пропагандирую в Кыргызстане. А так я академический музыкант, консерватория. Так, моего друга зовут Бахыт? Бахыт, да, фамилия? Кыдыкбаев. Хадыгбаев. Кыдыкбаев. Кыргызстан. Да. Кыдык у руса есть, Да. оттуда, да. Ну, рассказывай. Нет, я просто рад, что ты вот Можно нашел время, конечно, давай, за сегодняшнюю Окей. встречу, да, отлично. Как я рад, что есть творческие люди. Становится все меньше, голодаю я. В Бишкеке 4-й день, голодаете, да? Кислорода не хватает, воды не хватает, людей мало, понимаешь, вот Хочется Да. играть музыку. да, вот поставить. просто вот так можно смотреть и на друг друга и наслаждаться, понимаешь? Потому что мы можем молча передавать друг другу информацию Да-да-да. энергетическую. Ну, если вкратце, то как время летит, да, за 2 года пролетело. Ну, за 2 года я успел 2 раза съездить в Нью-Йорк и в Вашингтон, 2 раза концерт дал. И что я хочу отметить за прошлый год, это для меня открытие для себя, потому что, как и ты, как мы все творческие люди, ищем какой-то свой путь, да, свое индивидуальное место в пространстве культурном, музыкальном, да. И я могу для себя как-то подчеркнул, что в прошлом году тот проект, который я сделал, и он нашел свое место в Нью-Йорке. А Нью-Йорк это мир, знаешь, да? Нью-Йорк это весь мир. Да. То есть, и Согласен. я к чему говорю, первый раз, когда я выступал в 2016 году, это было в Кеннеди-центре, и это было знакомство нашей культуры для американцев. Я делал очень так аккуратно, с балансом, играя американскую музыку, произведения наших учителей. Рона Картера, вот, учитель моего сына, он выдающийся, ему сейчас 84 года. Оба. Это вообще круто. Черный, что ли? Да, Ох он ты. ученик Майлз Дэвис, это весь джаз Да, мира. да. Это этот басист, да. Куда я попал? Да. Представляешь, в прошлом году вот он, сейчас где-то фотографии, вот он у него дома. Он принимал дома на О, всю это нашу он, семью. да. Вот он. А, точно, ага. У него дома. Ух ты. Это то же самое, как, например, я не знаю, быть дома, Саякпай приглашает молодых и стол накрывает, Ух ты. готовит. Вот он. Понял. Это такой мы Это получили, так это уже. да, это история, это история. И вот мы этими живем. Не больше ничего. Дым берет крыша, это дает дыхание такое, энергию мощную. И вот первое, потом второе. А вот прошлый год мы выступили в Blues Alley. Так, вот она. Вот он, Blues Alley. Это в Вашингтоне самый престижный этот джаз-клуб, где выступали перед нами звезды мировые. Сейчас я покажу. Это зал, да? Или клуб? Это джаз-клуб. И сколько места? Джаз-клуб это небольшое же, но это Ну. джаз же именно отличается своим вот этим комфортом. Да. Вот это имена всех по 7-8 Грэмми только. О, ты меня вообще Это страшно. Я иногда сам это убиваешь смотрю. меня, Гил. Да, а после нас наши же учителя. Это вот все мои кумиры, которые, они после нас или перед нами. И мы между ними там, Кадыкбаев, Солпинас, Кыргызстан. Ух И ты. я просто, это так было трогательно, но я думал о другом. Но сейчас я вот вспоминаю эти дни, я стал больше переживать. Оказывается, это так произошло. Ну, а в тот момент я таким потоком настроем как-то пролетело быстро. Потом поехали к Крону. А сейчас сижу и рассказываю своим студентам, чтобы они имели в виду, что мир одна планета круглая. Конечно. Это никаких сложностей нет отсюда. Такие же люди, такая же культура. Все стремятся к свету туда. И я вот, ну, как ты понимаешь, мы суверенны, сколько вот, 28 лет,
ты знаешь, как происходят эти процессы становления, и тем более в культурной части идет вообще где-то даже я не скажу этот. Ну, в общем-то, тяжеловато, катастрофически даже есть моменты. С театром у нас какие проблемы. А я, естественно, я работаю с студентами, всегда говорю, ребята, не переживайте, также надо продолжать, как и любить надо до такой степени. И вы дойдете до этой степени, потому что наши кумиры, которым я просто через видео, какими-то ВХС пленками смотрел, сейчас я с ними рядом и в одном зале выступил. А потом самое, знаете, самое трогательное? Самое трогательное, то, что вот это Бёдланде, да, это самое именем Паркер, это Паркер создал джаз-музыку. И мы выступали, и я с собой взял, смотри, какие ситуации бывают. И у меня, ты знаешь, это не так просто, как музыкант всегда нуждается в поддержке, да? Конечно. Именно финансовой поддержки, спонсорства, потому что это понятно, мы не умеем как бы просить деньги, мы только умеем играть же и думать больше. А там тоже нужны какие-то навыки, да, вот подходишь, обращается бизнесмен, и надо убедить, что это проект очень важен. И нам всегда тяжело. Ну, слава богу, это получилось у нас. Я просто потому что и вот такими трудностями, это тоже имеет какой-то вкус, да, вот ты пробиваешь, потом бац. И я в этом году сделал программу, пригласил с собой одного своего друга, говорю, слушай, ты, ну, у него чуть-чуть есть материальный, говорю, ты давай с нами поедешь, говорю, будешь ведущим, говорю. Мне же даже некому платишь, говорю, ты только сам оплатишь дорогу, говорю. У меня нету денег, но ты попадешь в историю, говорю. Конечно. Ты будешь объявлять, он на английском владеет, расскажешь все композиции, которые мы представляем, объяснишь про страну. И вот, короче, он попал в историю. И вот на видео все это есть зафиксировано. Он рассказывает про историю. Откуда мы? Кыргызстан, в Бёдленде. Там сидят звезды. И потом, и в этот раз я представил кыргызскую музыку в джазовом ключе. Не просто так, а именно языке, нью-йоркском языке. Говорит, вы как нью-йоркцы играете? Извините, кыргызская музыка это Манас? Или это... Манас уже я показывал в 2016 году в Кеннеди-центре. Вот Малдабасан у нас, имени Малдабасан консерватория, его произведение. 3 года назад. Это, да, Манас я 3 года тому назад показывал. Так. А в этот раз авторские произведения мои, потом темы Чингиз Айтматовский. Я вот «Прощай, Гульсары» это выставлял. Да. Кстати, вышел фильм про иммигрантов крысов, американский фильм. Ну, это такой фильм, как бы, информационный, чуть-чуть политический. Саундтрек наш. «Прощай, Гульсары» называется. Понял. А в этот раз я очень... А это кто-то читает или... Гульсары это роман читает или кто? Это произведение Чингиза Айтматова. Я просто это в студенческие годы читал, и я решил сделать, ну, я был очень тронут, и под этим впечатлением я тему сочинил. И мы в джазовой обработке... Просто музыка, да? Музыка. Только музыка. Я сейчас тебя поставлю. Ох ты! Ты послушаешь. И вот сейчас будем разговаривать, а она пусть идет. И смотри, что получается. С кем я сижу-то? Я кайфую сам собой. Вот не там. Произведение Малдабасанова я мир услышал произведение Малдабасанова. Представляешь? Сейчас я тебя поставлю, и ты услышишь. Я просто потому что я как-то думаю, вот как бы, чтобы мне вот, я же со студентом работаю каждый день, да, и когда что-то говоришь, я их понимаю, обусловленность современного мира, им нужно убедительно и доказательно, конкретные факты же, ты сам знаешь, да, вот они сейчас хотят, либо сейчас деньги, или что-то, да, не как в наше время, там, сказали, мы молча работали, все, а потом придет. Нет, сейчас не такое время. И вот студентам мне приходится говорить, вот, смотрите, и выставляй эти факты. Вот в этом я как-то думаю, слава богу, что я вот работу сделал вот в прошлом году, и я им говорю, вот смотрите, ребята, сейчас я, наверное, Вахыт. Сейчас. А еще «Прощай, Гульсары» хочу тебе поставить. А вот такую тему я тебе показывал. Вот такой У тебя группа называется орешки? «Соленые орешки», да. «Соленые орешки», да. Вот название, да. «Соленые орешки». Я вот хочу такой с тобой делать. Это твой сын играет? Нет, это... Он сзади, да, саксофон, контрабас там. Там супа произведение. Вот это произведение выбрали американцы, когда я поехал в Кеннеди-центре. Состоит, здесь произведение только что в голосе дальше сейчас. Здесь гитара не хватает стоит. Вот.
2-3 ноты, Да. где надо, и отдыхаешь. Всё. И просто мне было приятно, что люди должны знать, что есть маленькая точка, но Кыргызстан есть. Особая культура. Особая культура древняя. Ну, А что словами говорить, книги писать? Люди не читают книги. Людям это не нужно. А людям надо представлять музыку. Люди восприятие музыки другое. О, сейчас послушай. Как называется инструмент? Хомус. Это хомус. Томус. А это древняя песня. Ну, ты молодец, помогаешь народу. Нам надо вдвоем делать. Я таких проектов много сделал. Я здесь делал, а надо выносить же. Ну что мы в своем соку варимся. И я вот в прошлом году это вытащил. Вот здесь вначале вот такие номера были, да, там монаши, хомусы. Сейчас только инструментальное, и люди сидят, слушают. Вот, Это да. уже другая вещь. Попробуй. И идет операционная. Ну, Кемер Вануси. Томус, да? Что-то вот так делает. Это кто? Это мои студенты, наверное. Потом переходит в хип-хоп. Самое соло. Вот. И переходит в хип-хоп, потому что хип-хоп современный жанр сейчас. Рэп я делаю. Вот, ты же чтец? Да, вот ты чтец, да? Вот надо сделать нам номер. Представь, как это было, я не знаю, и на своем языке, на древнем... На якутском, на сака. Да! Представь, как круто было бы. Ой, я не знаю, я даже... Сейчас ты мне говоришь, я просто сейчас расплачусь. Плакать. Просто я к тому, что время мало, ты сам знаешь, да? И Время летит, ё-моё, да. Бахрин. И Уже надо 2 просто года хватать прошло. так пацана. Вот случилось, даже не надо думать о том, что ой, надо готовить ноты. Приходим, мы это понимаем внутри. Все, остальное сразу беремся и сразу делаем. И я сколько по своей практике знаю, что именно такой продукт, он более живой. И более как искренний. Нежели когда вот, ну я же академический музыкант, и сейчас еще джазовый музыкант. Я просто потому, что я делаю такое открытие для себя, что академический подход, он замечательный. Но иногда бывает он консервативным. А тем более, когда идет в поисках нового языка, синтеза, народных там всего, да, и важна интуиция. Определенная интуиция, ну опыт, конечно, у нас есть опыт. И рождается только когда вот так, встретились, прямо сейчас, давай берем инструмент, это состояние дает больше Конечно. результата, нежели когда ты вот сидишь, Импровизация. пишешь вот это, да. Да. Ну, конечно, фактура должно быть. Конечно. И вот я просто к тому, что, ну, я думаю, на следующий год мы сделаем такой номер, просто выстрелить надо. Друзья, мы с Бахытом знакомы уже 2 года, как вы поняли. И у нас, скажем так, проект. Уже 2 года. Вот так говорим. Вот Да. сейчас, скоро, Да. скоро вот взорвется. Да. Так что кыргызская музыка, музыка саха, мы хотим объединить. Единая, она единая. Единое. Это, Что-то, это пространство да, мы азиаты, единое. да, и что-то хотим делать. Короче, вот такой план у нас. Но У кыргызов есть... когда это? Нет, еще, извини, я перебью. У кыргызов есть такое, если начинает кыргыз спрашивать откуда, где, Гродов, раз, и выяснять, что он родственник, да? Вот сейчас мы начнем выяснять, и мы оказываемся родственниками. Это не исключено. Мы живем в одном пространстве, одна этнокультура же. Понимаешь? И вот неспроста мы встречаемся, и у нас есть тяга. Это неспроста. Это код определенный. Вчера была посвящена. Да? Вот видишь. А это понятно, это когда все на уровне слов, да? Улетело и все. А надо оставлять музыкальный проект. А музыка становится, она передается, она ее слушает, и люди меняются. И у кого-то что-то откроется даже. И жизнь даже может изменить кому-то. И наша главная задача просто кровь из носа надо делать. Делать, работает и работает. Я думаю, Так, давайте. считай, что уже начали. Вступление, интро уже есть. Да. Интро есть. И я просто к тому, что... О, вчера жалко. Ну, это... Вчера мы дали вы как положено, да. Ну, я это вообще-то без гитары не приехал. Чё делать? Я нашел бы тебе гитару. Да что ты, все есть. Ну что ты сам просто приди и все. Ну это все к лучшему, что мы хоть встретились, обговорили. Это получается, мы уже какую-то часть проведения обговорили.
Вчера Остается только сыграть. был ландшафт такой, горы, небо, огонь, костры. По-настоящему аппаратура, свет, Виталий, это мощь. все это техника, это как передвижение. Вот это. Зрители, там, Виталий, Турция, монголы, В любой момент можно сделать. Надо играть только. Это все. казахи, кыргызы, там все были, русские, Чё, я тоже не знал. Никто, никакой ни рекламы, ничего. болгары, там, ну, все. Понятно, да. Это была Жалко. Тусовка ваша была, да? Закрыта. Что закрывать-то, не чтобы открываться, да? Странно. Ну, у каждого свой подход, конечно. Но это не должно быть грустью, минором. Мы делаем свой проект. все впереди. Я просто, насколько по своей практике, вот сколько раньше делал работы, оказывается хорошо, когда просто, ну, если так, не обязательно раздувать, да, просто берешь, фиксируешь, хорошо работает, заснял на камеру, хорошее качество, оставил, он будет работать. А до этого, ну, мы знаем, сколько первых, кто вот собирал весь мир, это Чингиз Айтматов из Иркутский форум, да? Сколько было, да? Ну, сейчас где? Ничего не осталось, как бы, да? Все берут оттуда какие-то кусочки, и идею, и начинают собирать. Надо работу оставлять. Собираться-то можно, мы же в таком возрасте, когда мы все знаем. А надо работу только оставлять. Вот я почему говорю, Малдабасанов оставил работу, я позаимствовал. Я счастлив, что я там, Бёрден, слушали мелодии Малдабасанова. В истории крымской вообще культуры не было такого, что в Нью-Йорке в основном слушали Малдабасану в джазе. Нету, это история. История, да. Это чистейшая история. И я в этом смысле спокойно говорю, я же работал с Малдабасановым. Я с ним на гастроли ездил. И если есть понятие вот о том, что энергия есть, люди продолжают жить, да, где-то, он это слышит. И он счастлив, что его тема я играю. Здесь все знают, что именем Малдабасанова. Я когда рассказываю, говорю, я его именем продолжает двигать дело. А не так просто стоит вот ноты, и бывает студент играет, бывает не играет. В этом году год его, да, хотят провести. А я уже провел. Где? Не здесь, там. Я вот в этом внутри так, мне приятное ощущение. И вот так же надо продолжать. А сколько выдающихся было личностей, да, которые уже все забывается. И также работы. Надо оставлять. Другого выхода нет у нас. Какой штат там? Где вы выступаете? В Вашингтоне, в столице, да? Вашингтон. И Нью-Йорк. Нью-Йорк это все, там мир. сплав всего мира. А самое, знаешь, что вот было трогательно? Я понимаю, я не стал, в смысле, ноги не дрожали от того, что мы уже третий раз. Я просто одно понял, что мы все одинаковые. Музыканты одинаковые. У которых, вот Рон Картер, это легенда вообще в джазовой культуре. 2500 дисков у него. Это нереально. У людей могут быть 200, 300, да? У него 200, по-моему, в рекорды Гиннесса попал. Великими самыми. Мы у него дома сидим. Вот так он стал. Я так думаю, да. А было как? Я, когда был студентом, я слушал его музыку. А потом дети рождаются, они всегда слышат атмосферу. А потом судьба сложилась, что мой сын влюбился в него. Ну, в смысле, в его игру джаза. А потом они переписываются, и они становятся самым близким людьми. Друзья. Да. И он к нему, и мы. И всей семьей мы там были. Всей семьей. Жена, дети, сноха, все мы вот так сидели, с этим человеком говорили. Его произведение мы его играли, когда только в Америку приехали. И он говорит, вы правильно делали, говорит. Он еще с юмором. А потом в этот раз уже мы играем свою музыку у них. Вот это главное. Не просто мы приходим, играем там, как все. Мы играем уже, включаем. Вот список идет вот, участников в этом Бёрдленде, там страшно, там 3000 человек. И в конце, как вот, наша фамилия и Кыргызстан есть. Вот. И я так радуюсь. И я радуюсь за молодых, что... Счастливый человек. Ну да, я вообще счастлив, что ты тоже счастливый человек, что мы музыканты. Остальное все ерунда, музыка, которая может объединить. Вот, были в Брюсселе, это в Берлине. Когда ты музыкант, тебе не надо языка. Я не так владею языком, да? Но я чувствую, и они чувствуют. И можно сидеть, и говорить, и можно, даже можно молча сидеть и кайф ловить, понимаешь? Да, без слов. Вот это у нас это есть. Из этого мы счастливые люди, что мы музыканты. В этом смысле, да. Ты давно играешь? Расскажи, как у тебя детство? Про детство написал журнал «Экономист» мне. Это журнал 1843 года. Британский журнал. Написал про меня всю историю. Почему интерес был, когда мы первый раз поехали в Штаты,
Кеннеди, когда Спасибо. выступали. Аншлаг был. А, оказывается, вышла статья про нас, вот называется «Бакыт едет в Америку». Вон, это английский, британский, я его повесил. А я не знал, что это британский журнал, очень авторитетный журнал, оказывается. Он еще политический, экономический журнал, оказывается. А там выходит статья про человека джазмена. Ну, как это получается? Мы советские люди, да? Ну, все знают это, советский строй, власть, все это, культура, все это. Но в этом мощной стране были мелкие государства, маленькие, имеющие свою культуру. Кыргызстан, там, ну, Узбекистан, ну, все эти 16 республик, 15. И оттуда появляется человек, который, несмотря на вот этот режим, появляется человек, который пробивается в эту страну. Об этом пишется статья. Ну, говорится о том, что я советский, как ты советский. Мы жили в этом строе, все понятно. Определенные программы, обусловленности. Да. Но у нас была любовь к другой культуре, скажем, да, закрытая страна. И вдруг я, когда первый раз я получал информацию через «Голос Америки». Ну, как ты сам знаешь, да, 12 часов ночи открывать, и такой, такие ритмы. Я говорю, откуда такие ритмы? И я вот влюбился в этот жанр. Вот отсюда история началась у меня. Я начал увлекаться, искать эту запись, вот я об этом и говорил. А в консерватории джаз отделение это когда? Откуда это? Ну, у нас в консерватории нет джазового отделения, у нас есть просто эстрадное отделение. Это эстрадное отделение. Да, отделение эстрады. Ну, как и везде. Джазист. А я просто создал группу до того еще. Создал просто группу, потому что я люблю эту музыку. Естественно, там мои дети, которые тоже это любят. И за это 15 лет прошло через мои руки 25 исполнителей. Каждый раз меняю, потому что мало кто это выдержит, потому что не кормит. Это... Турсабайка, Турбирмилит. А? Расписание ходил. Ага, а Турбирмилит, Турсабайка, Селишвей, Гачерпаус. Сам барабанщик, да? Сам барабанщик, Что да. закончил? Училище? Я закончил школу, специнтернат. Раньше был интернат номер 3. Школу музыкальную? Да, музыкальная специальная школа номер 3 была. Сейчас Опа. именем Абдраева, Это- Мухаша Абдраева, да. Ну, история у меня такая тоже, как вся жизнь, вот мы же в поисках. Я был до 6 класса скрипачом, потом перепрыгнул, устал от скрипки, это нытья, хотя оставил хороший этот слух, воспитание, и тянулся к ритмам. Я потом где-то в 7 классе перебежал на ударные инструменты и закончил как вот ударник школу. Поступил в институт искусств. Окей. Да, тогда был институт искусств имени Бишиналиева. Сейчас университетом называется. Там закончил, на 5 курсе начал уже работать. В те времена были у нас профессора, оканчивавшие Московское среду, наш заведующий Зарлык Мамиталиев учился с Денисовым. Ясно. Это выдающийся композитор Шнит. Это имена страшные. А я с ним работал. Я тогда даже не осознавал. А оставили вот это понимание, вот эту культуру я перенял у них. Любовь служить этой музе. Вот это хорошо. А потом я с тех пор так и работаю. У меня уже 33 года уже как преподаватель работаю. Потом суверенная страна стала, открывается консерватория. Естественно, я продолжаю сейчас в консерватории работать. Ясно, понял, да. Да. Вот Виталий, такая- рад тебя видеть. вообще. Вот такая история. Ага. Я рад тебя видеть. Сыновья играют. Да. Музыканты. Они преподаватели здесь тоже на кафедре. Но они на кафедре эстрады. Саксофон преподают и контрабас преподают. Вместе играете. Да, вместе играем. Могу похвастаться, если что. Значит, сколько? 5 лет назад они поступали в Беркли. Это самый престижный вуз в мире, в Бостоне. Они туда поступили. Вообще история интересная, особенно связана когда с джазовыми музыкантами. Расскажи, давай. ага. Ну, у нас, когда страна начала жить по-новому, да, суверенно, у нас была авиабаза американская в Гансе. Естественно, ну, американцы, и очень было по городу много представителей этой страны, и проводили разные мероприятия. Ну, кроме военных ситуаций, музыканты приезжали, джаз-фестивали пошли. И вот мы, естественно, для нас это новый мир, который я ждал, хотел увидеть. И у меня были очень много знакомств с музыкантами. И мне пришли познакомиться с одним барабанщиком. Он был роковый барабанщик. Он военный, спецназовец.
как-то мы играем на улице джаз, и он подходит, говорит, и я вот дает визитку, говорит, я Джефф Гаттери, я хотел бы с вами дружить, мне нравится, как вы играете. И я его приглашаю, давай приходи на следующий день сюда в класс. Он сюда приходит. А я играю джаз. Он говорит, я хочу научиться, ты бы показал бы, как что. Я говорю, фу, да я голодный, общение же нужно. И мы подружились. И он стал джазовым барабанщиком. Он был роковый, он играл Led Zeppelin, Deep Purple, такому. И он влюбился в эту музыку, и он вообще тянулся, и мы совпали. И мы, короче, стали друзьями. И если барабан он мне подарил, когда уже через несколько лет уехал, мы стали такими близкими друзьями. И жену я знаю, потом он женился. И он что делает, представляешь? В жизни мне везет в том смысле, что он это так оценил, и он сказал, слушай, у тебя дети такие талантливые, давай я оплачу дорогу, пусть они поступят в Бостон, Беркли. И он оплатил, они поехали, они поступили. Уровень высокий был, видишь? И потом что, поступает, все, скидку делает, я бегу к президенту, помогите, говорю, поддержите какую-то сумму. Ну, как всегда, увы, не поддержали, не смогли. Ну ладно, ничего страшного, думаю. Потом другой путь у нас. Мы сами уже едем в Америку, выступаем на такой сцене, уже не нужно, что мы обучение даже не. Это я так вкратце говорю. А 2 года тому назад был конкурс, мировой конкурс, участников, значит, 196 стран. 3-е место занимает сын мой, лучший басист мира. Бас-гитарист. Контрабасист, бас-гитарист. Он как контрабасист выиграл. А до этого он ездил в Ростов, он занимал там, просто есть 196 стран, и члены комиссии, там имена страшные, вот наши кумиры. Я к чему говорю, я заходил нашему лектору Мурату Акимовичу. Мурат Акимович, говорю, смотрите, 1-е место занимают американцы, выпускники Бостона, Беркли. 2-й выпускник Беркли, Бостон. 3-й выпускник консерватории Кыргызстана. Ни Париж, ни Россия, я не знаю, какие там еще, ни Англия, ни какие, Франция. Кыргызстан 3-е место занимает. Вот и я об этом говорил. И в этом смысле все идет хорошо. Я к чему, что, оказывается, у нас же есть такое обусловленность предвзято, что вот мы живем в другом мире, чуть-чуть отстали, как бы, да, вот что-то у нас что-то не движется, да. Нет, все одинаково, в одно время мы живем. Не надо комплексоваться. Мы в одно время живем. Такие же люди, такое же обучение, такие же таланты людей есть. А нам говорят, нет, вы этот, ну мы знаем, да, все. Вот это опасно что-то. Значит, просто надо работать. И надо в настоящее время жить, в настоящее время делать, создавать и общаться со всеми, всем миром. Я не говорю там, если дальше надо двигаться. Так, ладно, когда можно приехать тогда? Я жду в любой момент. Ты скажи все. Летом, весной. Смотри, ты делаешь как тебе удобно. Сейчас какой Весной месяц? Осень. Осень. Весь отмена. Тоже человек, да? Зима. Сейчас что? Осень, зима. Вот это мне нравится. Вот так должно быть. Где я? Какая планета? А, Земля же сейчас. Правильно? Так должно быть. Мы марсиане. Только таким чувством можно Можно создавать. или зимой, Зимой. или как. Я смотри, я вот только что мы говорили, да, по поводу. Я Просто надо гитары взять и... там, остальное я все найду. Нет, 2-3 новые примочки Да, свои да, да. я возьму и Да. все. Больше Я ничего просто- не надо. Ну, раз вы говорили о вчерашнем мероприятии, я просто к тому, что я тоже примерно представил вот по поводу театра, амфитеатра Нома. Я человек, который просто с удовольствием поддержал бы, да. Но это хорошо, она открытая, это когда сезон теплый, это очень хорошо. Ну, летний сезон, ну, осень. А весной меня не будет. Ну, там Вот, месяц. вот это нас. В марте весной. меня не будет. В марте нету его. Тогда можешь в мае или как сейчас в июне. Просто там вот тебе нравится это ландшафт, ты говоришь горы, там озеро Сыкуль, это жемчужина. Ой, И театр. И я сам главное все говорю, театр, амфитеатр, он новый. И хозяин, или вот этот, а, он это дело любит, понимаешь? Так важно. твой Он, друг, короче. да, Всё он сделал. поддержит нас. Я просто думаю, будет замечательно. А другой вариант, если не летом, то, ты говоришь, зимой, да, то тогда надо подумать, как организовать, в каком помещении, там уже другие варианты. Вы видите. Это уже там чуть-чуть, а здесь сходу можно. Да, летом тогда получше будет. Ой, как ждать надо, сколько Да, представляешь, это надо... Это 5, полгода, Может 7. быть, летом. Но с другой стороны, думаешь, полгода, быстро летит. Может быть, Вот 2 года мы не виделись, оказывается. От Нового года что там можно сделать. Ну,
Кстати, это тоже Это же вариант. классно. Но если ты планируешь, говоришь, спишемся, да, Всё есть. то я подумаю на Новый год, где надо мне будет тогда, опять же, обратиться к этому товарищу, нашему другу, сказать, где может, в каком зале, надо подумать. Просто должен, природа, он уже создает эффект, да? А зимой природа, ну, наше выступление должно быть в помещении. А в помещении надо думать, 3-4 декорация. хотя бы 3-4-5 вещей. Она роковую такую Да сделаем. я вот, я Да, да. понимаю. И потом что-нибудь синтез сделаем еще. Ну там Ну, тут- надо просто- приехать. Да, просто. да. Но Время если, надо если ты найти. планируешь зимой, то надо мне подумать. Ну, Надо зимой мне это надо- уже через 3 месяца, это уже хорошо. А Если я- весной, нет проблем. Это я Нет, начните зимой, А куда поедешь ты? потом уже В дальше. марте где будете? в марте, даст Бог, в Нью-Йорк еду. Так, май тогда. Давайте так, приблизительно май. Все. Тогда, если в мае, то делаем просто фильм. Тогда у тебя наберется не просто 5-10 композиций. Будем выбирать, что. К этому времени мы можем подумать, кого еще подключить со стороны. Это же очень просто. Это дело техники же. Самое главное Вот желание. вчера Самое главное. Но это к лучшему. Теперь я буду знать, что Вчера у нас товарищ был наш первый общий концерт. Нурлан, значит, ах вот ты. Я буду искать других людей, которые по-другому понимают. Я не только вот недавно у нас фестиваль Тенгри прошел, там еще Тенгри, ну, красиво звучит, все проводят фестивали, но я вижу же, кто участвует, что. И это стандарт я вижу. Ничего нового не происходит. А просто сбор, ну, грубо говоря, тусовки, все. А вообще это как бы эти проекты, они должны двигать дело вперед же, самое главное. Чтобы кто-то подхватил. Они так просто собираются, поговорили там, собрали и разбежались. Ну вот в последнее время так и происходит. Так, такой вопрос тогда. Вот Манас аккомпанируете вы, да? Я лампа тоже пробовал там, у себя. Ну, кто что говорит? Ваши земляки поддерживают, что вы аккомпанируете? Вот. Манас, это же эпос. Да, вот смотри, помнишь, я тебе запись ставил? 500 строк, Да. самый великий эпос мира. Вообще это не просто как эпос, это просто обращение, по-моему, миру. А кын Слово, да. Манасщит же... Это фантастика, да, если Да. серьезно так подумать. Ну-ка. Ну, Ответ я как-то какой? тебе ставил, помнишь, 2 года мы знакомились, я свои работы так вкратце за короткое Да, время да, писал. да. Ну, первый проект, который я Я смотрел. Ага. Урхашава, это ушел, ему тогда было уже 60, по-моему. Ага. И, ну, это такой риск, да, представляешь, сразу такого Да, уровня. да, да. Сейчас я потом после этого делал 7 таких проектов на международном фестивале, везде вывозил молодых. Сейчас им, может, уже по 30, а им было по 21, по 25, ага. это понятно. А здесь был 60, это уже, Что-то говорит. он дал добро, это уже, значит, все уже открыто, согласие дал, да. И, Это уже победа. Да, и ты записи слушал, он прошел очень на высоком уровне, и запись у меня остался, и это было на Международном джазовом фестивале. Да. Швейцарское бюро по сотрудничеству поддержало, это было, до сих пор все это помнят, да? Да. А потом последующее с молодыми делал. Но я уже в нашем городе, ну, Творске, все знают, что это первый я делал. Да. Я не говорю, потом уже в Вашингтон я вывозил. Ага. Уже все, это уже... А мне, кстати, в Вашингтоне говорили, хотите Уже запатентовать? Опять история. Да, они говорят, давайте запатентуем. Ну, сейчас многие пытаются там аккомпанировать. Но это, Авторская. да, аккомпанировать это не просто аккомпанировать, это ты сам знаешь, это тем более, когда идет речитативное чтение, это надо полностью вникнуться, это тонкости много. Конечно. И люди сейчас просто тупо берут, Понимаю. думают да. аккомпанировать. В этом смысле ты спрашиваешь, как люди приняли. Да, Очень да, хорошо да. приняли. Были, конечно, там, я помню, кто-то сказал, вот вы понимаете, что вы делаете? Я говорю, я все прекрасно Да, 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 понимаю. да, Я еще так сказал, я понимал, потому что мой Чонг Тайке, выдающийся монаши был, Мамбет Чокморов. Они в одно время с Акпаем жили. Я знаю, на что иду, говорю, я понимаю, что он говорит. И я просто для себя открывал, я даже об этом не думал. Понравится кому-то или не понравится. У меня таких мыслей нет. Просто мне было, я хотел себя открыть через этих личностей. Потому что слушая на каком, вот, кстати, такой простой, мне кажется, доступный пример. В 2007 или 2006 году был ШОС в Екатеринбурге.
шанхайское сотрудничество. И нас пригласили на джаз, а там приурочили к джаз-фестиваль. Директор театра Екатеринбурга Головин Александр. И я вывожу, беру с собой монашка, тогда уже молодого, сейчас он считается такой уже такой популярный, Дөлет Садыков. Как Дөлет, да, Садыков. Сейчас он самый один из таких. Но он как бы даже еще такое есть понятие о исказителях: настоящий, заученный, или там искусство. А он настоящий. Ну, по природе, да, он переболел, там долго рассказывает очень, но он входит в эту часть настоящего. Мы выставляем на джаз-фестивале этот номер. А еще какое? На фестивале, чем мне нравится фестиваль, нежели просто проектов, потому что есть лимита нет. Вот один номер, и я сказал, читай, рассказывай вот этот один из фрагментов, в чем глаза. Да. Все, остальное ты даже не думал. Ага. И один номер длился 18 минут. Я подумал, надо уже останавливать, потому что его не смогли остановить. Но я это знаю, мы подготовлены, мы создаем как бы саундтрек, да, вот кино, фильм, да, сзади создают, да, они тоже имеют силу, да. Ага. И я видел нагнетание, люди начали плакать же. Русскоязычные, что они думают, что они понимают? Вот они плакали. И пришлось, кажется, его остановить. Потому что мы сзади попросил, я заранее подготовил, человек, говорю, если нужно будет, потому что я знаю, что это так нельзя лично доводить, это все-таки фестиваль. И ему его остановили. А эффект двойной был же вообще. Его не могут остановить. А мы сзади играем, создаем вот это образы, о чем он говорит. Это вот один пример. А потом оттуда мы поехали в Таджикистан, в Душанбе. А в Душанбе, перед тем, как исполнять, я сказал, что это произведение конкретно имеет отношение к вам, говорю, таджикской культуре, потому что царица, это была таджичка, говорю. И вот и это судьба, это с вами рассказал, что такое монах, и далее тоже плакали. Выходит, заканчивает концерт, подходит, обнимает это монаши, как будто это их пра-пра-пра. Удивительно было. И такой же вариант был в Вашингтоне, когда русские язычные проходили. Ну там, смотрю, ну американцы подходят, после нашего концерта подходят, и маленькая девчонка и начинает плакать, обнимать. Оказывается, у нее бабушка когда-то жила во Фрунзе. И она плакала. Откуда эти чувства, непонятно. А потом я прихожу к выводу, что все-таки не слово, а просто вот этот посыл интонационный, да, энергетический, а у всех одинаковый. Если ты что-то говоришь о любви, люди чувствуют. Говоришь о войне, тоже чувствуют. Да? Это не обязательно язык. Конечно. А музыка имеет такую силу, которую трудно описать словами. Вот в этом смысле никто не говорит, что это что-то делаешь. Но я это делаю осознанно. Из этого, я думаю, кто хочет понять, тот поймет. Ответ получил. Такой длинный, конечно. Вот, теперь главная задача. Да, наш проект. Да, наш проект. Окей. И разбудить всех родственников твоих там. Время сколько? Я через час я уезжаю уже, улетаю. Ну ты считай, что ты здесь. Это просто такое передвижение тела, а духовно ты здесь, имей в виду. Ты к этому так спокойно относись. Ты сейчас подумай, что если не трудно, ты даже кое-что отправляй мне из всех проектов. Я смотрел те проекты. В театре, с оркестром, все это знаю. Я почему говорю, вчера сказал бы, я бы сразу под тебя построился, я примерно знаю твое представление об этом, о твоем проекте. Ты еще что-нибудь отправь, что можно? Окей, обязательно. Так, еще что хочется. Так, это получается май, да? А потом, вдруг, если что-то получится, смотри, я думаю, у нас получится. Может дальше что получится. И потом даже. Куда пойдем? Что будет дальше? Вот этого я вообще не понимаю. Я у меня темный лес. Да, я сейчас могу еще что такое сказать. Ну, чисто информационно. Буирсай, если даст Бог, Аллах, Вселенная, да? Тенри. Да, Тенри, правильно. У меня есть друзья, которых в Штатах хотели пригласить туда на фестиваль. И он должен был приехать. Но недавно написал письмо, что он не смог. Там что-то случилось, но он мои данные передал одной организаторе российских всех фестивалей, в России проводит. И она скоро мне позвонит. А у меня была мысль, когда мы первый раз поехали, в 16 году в Москве выступали, когда Игорь Бутман пригласил нас. И он сказал, Игорь говорит, давайте по России проедете, у вас такая музыка. Вот он тоже. Да. И я сейчас, а вот эта женщина мне, я думаю, позвонит. Он мне сказал, что вот должна женщина позвонить. А вот это Иркин, сын вот контрабасиста, который сыграл. Это Виталий, да, знаете, да. Очень приятно. Он сейчас тоже на комузе играет.
И я к тому, что если вдруг, ну просто фестивали начинаются весной, На маму похоже, на тебя как-то не похоже. не знаю, ну, сплав же, джаз это же. Я тут раз сказал, вы это на Брюсли. Да? На Брюсли похож. В молодости я полностью увлечен был тоже. И этот, Да, если вдруг... каратист сам был, да? Да, и у нас тоже проходит джазовый фестиваль весной. Если вдруг, все же, мы же должны просто быть как в форме. А. Если произойдет, мы пишемся и можем и на фестивале здесь. Это будет очень тоже неплохо будет. А ты как Это- там, это контракт или что там? Нет, это дело техники уже, вот как перед Джей ладно, посуды. вот Самое это- главное, что если у тебя есть желание, если есть что здесь весной. А так, по поводу того театра, который я говорю, это имеет силу. Это беспроблемно. Ну, он говорил, что он может потом Владивосток. Там, А вообще вот по поводу, я хотел бы тоже по России, вот так, это было бы вообще... да? Там, я вот это чувствую. Я бы хотел бы у тебя на родине выступить, представь. Так хочется мне туда. Опа. Ну, есть какие-то связи же у нас. Конечно. Сейчас мы начнем спрашивать, кто твой пра-пра-пра-пра седьмой, и кажется, что это мой дед. Все может случиться, у кыргызов так. Да. Ну ладно, друг. Да. Рад видеть. Да, я Спасибо, тоже что очень рад. зашел. Да. Да. Спасибо тебе тоже. Да. Так. Творческих успехов, здоровья. И, значит, скоро встретимся. Вам также. Ну ладно, спасибо. Уяйхал. Бахыт. Фамилия еще раз. Кыдык. Кадырбаев. Баев. Да, Бишкек, консерватория. Давайте, до встречи. Кыргызстан. Уяйхал.